В эфире «Перекресток» – программа центральноазиатских редакций «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Тема выпуска – «Кража невест. Обычай или преступление?». Эти шокирующие сцены, по всей видимости, между похищенной девушкой и родственницами мужчины, который ее похитил, чтобы жениться на ней. Кадры сразу вызвали возмущение в социальных сетях, где эта видеозапись впервые была размещена в конце прошлого года. Сообщается, что событие имело место на юге Казахстана. Невест до сих пор крадут в Казахстане и Кыргызстане. Здесь это считается древней традицией. Если похищенная девушка оставалась в новой семье, на нее надевали белый платок, извещали ее родителей, после чего все ее считали законной женой. Но воровать девушку было принято с ее согласия. 21-летнюю Динару прошлым летом похитили прямо на ее рабочем месте. Девушка отказалась выходить замуж и, преодолев огромное противостояние, вернулась домой. 5 парней. Я их знала на лицо, но так особо не была знакома с ними. Они меня везли в Атбаши. Я по дороге попыталась несколько раз сбежать, но у меня не получилось. Меня отвезли в Атбаши, и оттуда позвонили с РОВД и сказали, чтобы обратно меня отвезли в Бишкек. Динара написала заявление в полицию, ее дело дошло до суда. Несостоявшегося жениха условно осудили на год за попытку похищения. Но сколько невест по неволе вынуждены были остаться в доме похитителя? По данным правозащитной организации Freedom House, в Кыргызстане ежегодно похищается до 12 тысяч девушек, которые вступают в брак не по своей воле. По информации МВД Кыргызстана, за 9 месяцев 2013 года по таким преступлениям возбуждено 20 уголовных дел. В прошлом году в Кыргызстане ужесточили меру наказания за воровство невест. Срок тюремного заключения за это преступление был повышен с 5 до 7 лет. Однако местные правозащитники говорят, несмотря на то, что такие дела стали доходить до суда, обидчиков в основном оправдывают. Раз девушка физически не пострадала, мол, и наказывать не за что. Есть случаи, сейчас к нам обращаются девушки, которые уже рассказывают о том, как они уходят, когда их похищают, что они научились себя вести, что они научились отстаивать свои права, да, что они знают, что уже куда можно обратиться. Да. Такие факты уже тоже отмечаются. То есть я не говорю, что этого совсем нету, да, но и в то же время есть подвижки какие-то. Может быть, они не такие значительные, но тем не менее есть. Да. В большинстве случаев воровство невест остается безнаказанным. Законодательство стран, где это происходит, почти ничем помочь не может. В Казахстане уголовные дела по таким случаям заводятся по статье «Похищение человека». Пострадавшая должна подать заявление. Наказание до 7 лет тюрьмы. Но многие жертвы отказываются заявлять на обидчика, поскольку следствие не гарантирует им конфиденциальность. Если это просто договоренность, да, чтобы не платить колым и так далее, это один момент. Но когда мы говорим, что молодые люди не договариваются, а девушку просто тупо похищают, да, при этом совершают насилие, ее принуждают, в общем-то, войти в дом невестки, выполнять какие-то обязательства и так далее, не только перед мужем, а перед всей его семьей, это, конечно же, нарушение прав человека, и это должно наказываться согласно законодательной базе Казахстана. В Казахстане давно идут споры об ужесточении мер против воровства невест. Депутат парламента Светлана Романовская – сторонница введения отдельной статьи в Уголовном кодексе. Она предлагает наказывать похитителей до 15 лет тюрьмы. Репутация испорчена, шансы выйти замуж за кого-либо другого уменьшены. В родительский дом возвращаться стыдно. Именно это вынуждает невест по неволе соглашаться на свадьбу с похитителем. Надев белый платок, согласившись таким образом на брак, девушка остается в новой семье, терпит насилие и фактически становится домашней прислугой. В Туркменистане девушек крадут из родительского дома по обоюдному согласию и без принуждения. Некоторые считают, что основной причиной является слишком большой размер калыма – выкуп, требуемый родителями невесты. Он может составлять в среднем от 6 до 10 тысяч долларов США. В Узбекистане и Таджикистане невест не воруют, но здесь укоренились браки по договоренности. Выбор за молодых делают их родители. Такие браки по расчету, как правило, недолговечны. В
Таджикистане местные активисты, изучающие проблемы брака и семьи, пришли к выводу, что во многих случаях принудительное замужество может закончиться самоубийством или побегом девушки. Побег чаще всего скрывается ее же родителями, поскольку общественность осуждает такие поступки. Но Хосят Мох Ятимова выступила в прессе, чтобы найти свою дочь. Недавно дочь звонила нам и сообщила, что живет в Турции и что устроилась на работу в местный магазин. По ее словам, у нее все в порядке. Мы ей не сообщили, что ее отец умер. Но если она с нами свяжется еще раз, я сообщу, что ее отец умер. Я ей скажу, что отец завещал, чтобы она вернулась. Мы их примем, организуем их женитьбу, как того требуют религиозные и официальные обряды. И пусть потом они идут, куда им захочется. Применение насилия при похищении невест стало настоящим бедствием. Вопиющие случаи продолжаются, несмотря на то, что проблему осуждают на разных уровнях. Сами девушки и их родители, попавшие в такую ситуацию, но также должны занять активную позицию, чтобы отстаивать свои права. Насильственное замужество – это не только травма на всю жизнь и лишает молодую женщину возможности реализовать себя. Это явление таит в себе массу других проблем – ранние браки, раннюю беременность, младенческую смертность, домашнее насилие. В Казахстане, к примеру, активисты настаивают, чтобы расследование похищения девушки могло начаться и без ее заявления. Такую меру они предлагают, чтобы ужесточение наказания за кражу невест не носило формальный характер, чтобы убедить все общество в том, что похищение человека не просто обычай, а уголовное преступление.